Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Летающий Делориан? Автомобиль «Москвич» – популярная в советское время марка автомобиля с огромной историей. Московский автомобилестроительный завод был основан в 1930 году. Поначалу завод специализировался на выпуске автомобилей марки Ford, а самостоятельное развитие завода началось с Великой Отечественной войной, настроив его работу на военные нужды. После победы в 1945 году из Германии было вывезено множество машиностроительных агрегатов Opel. Началось производство Opel Kadett образца 1938 года, а завод получил название «Московский завод малолитражных автомобилей». Настоящим хитом на рынке стал сильный «Москвич 412» с невиданной для того времени мощностью в целых 75 лошадиных сил. Почетным призом в виде 412-го «Москвича» награждали победители олимпиад и прочих соревнований. Ко всему прочему, это был единственный «Москвич», который участвовал в престижных международных ралли и даже доходил до финиша. Как известно, в последующие десятилетия с производителем знаменитых москвичей стали происходить не самые лучшие изменения, которые в результате привели предприятие к печальному финалу. Но не все так печально. Вернемся в наши дни и посмотрим на новую жизнь старых автомобилей. В Якутске 24 сентября на полигоне Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия недалеко от поселка Маган прошли 25-е юбилейные гонки без правил, а также второй этап соревнований по автокроссу. В экстремальной гонке приняли участие 23 специально подготовленных автомобиля. За 3 заезда публика увидела десятки столкновений, несколько переворотов, вылеты в отбойники. Гонки на выживание, также называемый контактный автокросс. Дисциплина автоспорта, в которой официально разрешена контактная борьба. Запрещены только умышленные удары в стоящий автомобиль и в область водительской двери автомобиля. Соревнования проходят преимущественно на грунтовых трассах летом и ледяных зимой. Пилоты соревнуются не на время, как, например, в тайм-атак,
а побеждает первый финишировавший, при этом он должен максимально противодействовать соперникам. Старшим братом гонок на выживание является классический автокросс, являющийся уже профессиональной автоспортивной дисциплиной. Гонки на выживание и автокросс очень похожи между собой как общим сводом правил, так и организационными положениями. Однако гонки на выживание – это прежде всего шоу и силовая контактная борьба между гонщиками в процессе гонки, причем по правилам участник может быть наказан за так называемую пассивную бесконтактную езду. Именно это больше всего привлекает как участников, так и зрителей. Автомобили для участия в контактном автокроссе имеют свои особенности. Они оснащены каркасом безопасности, спортивными сиденьями и ремнями безопасности. Также необходим пожаробезопасный бензобак, расположенный в защищенном от ударов месте. Обычно усиливается трубами не только салон автомобиля, но и моторный отсек для защиты от ударов. Некоторые участники переносят радиатор и аккумулятор в салон. Пластиковые и металлические детали с автомобилей снимаются. Гонки на выживание по сравнению с другими видами гонок считаются малобюджетным видом соревнований, но никак не дешевым. Если есть желание участвовать, то нужно для начала определиться, как вы видите себя в этих гонках. Просто участник, так покататься попробовать, или же гонщик, который стремится к победе. Исходя из этого, нужно выбрать направление, в котором вы будете дальше двигаться. Борьба железных коней закончилась соревнованием дерби, в котором оставшиеся в живых 4 участника боролись за победу, разрушая автомобили соперников.
По итогам соревнований каждый пилот получил награду за активное участие, а победителям и призерам были вручены медали и кубки. Гонки без правил. Первое место занял Черкашин Семен, второе Буданов Владимир, третье Нургатин Раиль. В соревнованиях по автокроссу первое место занял Остроухов Евгений, второе Бычков Роман, третье Хандобин Виктор. Подводя итог, можно отметить, что время летит неумолимо быстро, все вокруг меняется с огромной скоростью. Вчерашние автомобили, считавшиеся труднодосягаемой мечтой любого гражданина, сегодня являются спортивными болидами, помогающие спортсменам достичь своей мечты – встать на пьедестал почета. Также подходит к концу автомотоспортивный сезон 2017 года, но передача «Продвижение» только начинает свой телевизионный сезон и расскажет вам обо всех интересных событиях в мире авто и мотоспорта Якутии и Дальнего Востока. Следите за нашими выпусками и удачи на дорогах!